Это новости в прямом эфире. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Более 311 тысяч жителей республики приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Это данные ЦИК Якутии на 15:00 по якутскому времени. В Оленёкском, Верхневилюйском, Анабарском и Татинском районах уже проголосовали более 80% избирателей. В городе Якутске в 42 избирательных участках установлены комплексы обработки бюллетеней. На всех 117 участках Якутска и Жатая ведется видеонаблюдение. На 14 часов проголосовало у нас 38% от всех жителей Мирнинского района. Конечно, сказать, что это хорошая стопроцентная явка невозможно, но хотелось бы обратиться к нашим мирнинцам, жителям Мирнинского района, что именно сегодня мы должны сделать все правильный выбор, потому что именно сегодня решается вопрос о поправках в Конституцию. И это выбор каждого жителя нашей Российской Федерации. На сегодня, объехав уже почти 6 избирательных участков, обратил внимание, что люди идут семьями. С детьми, пожилого возраста, среднего возраста. Это здорово. Не нужно сегодня отсиживаться, а нужно сегодня идти и делать свой правильный выбор. Референдум проходит достаточно легитимно. Организация, на наш взгляд, достаточно на высоком уровне. Безукоснительно соблюдаются все нормы действующего закона по проведению подобных мероприятий, а также все требования по обеспечению безопасности в плане предупреждения распространения заболевания, это COVID-19. Мы оперативно следим за выборами, постоянно на связи с нашими членами комиссии, с наблюдателями. На данный момент никаких нарушений не зарегистрировано. Сейчас все активно принимаем участие в выборах. О том, как проходит голосование на еще одном участке в центре Якутской библиотеки имени Пушкина, расскажет Юлия Великодная. На избирательных участках немноголюдно, максимум 4 человека одновременно. Это безопасно и позволяет сделать выбор за несколько минут. Голоса начали принимать 25 июня и закончат сегодня, 1 июля, в день официального всероссийского голосования. У нас в основном по списку 2232 избирателя. На дому нам позвонили 67 граждан. Все средства индивидуальной защиты доступны для избирателей бесплатно. Для использованных ручек подготовлена специальная коробка. Бюллетени здесь принимают КАИБы, такие электронные ящики для приема бюллетеней. Как видите, они опечатаны, и на табло отображено, сколько принято бюллетеней. Пожилым людям беспокоиться не стоит, в случае чего им обязательно помогут. Шестой день голосования выбирают работающее население, так как 1 июля выходной день. И те, кто не знал, что процесс начался досрочно. А я рядом живу, через дорогу. А почему именно 1 июля пришли, а не до этого? А я не знала, что голосовать. Просто так удобнее, поэтому я пришел. Именно я всегда хожу голосовать тогда, когда выборы проходят. Специально подгадал, сегодня выходной, поэтому в рабочее время не всегда успевается. Голосование продолжается и завершится в 20 часов. Юлия Великодная, Григорий Николаев, Якутск. Ну а как проходит голосование в пригородах столицы региона, расскажет наш корреспондент Дмитрий Тымыров. В отличие от центра, в участково-избирательных участках пригородов столицы нету такового массового наплыва людей. Но все же люди приходят голосовать. На сегодняшний день у нас по списку 1750 избирателей. И с 25 числа у нас проголосовало 691 человек. Из них 529 в помещении, 162 вне помещений. Так же, как и везде, здесь соблюдены все меры безопасности. Людям при входе раздают защитные маски, одноразовые перчатки, ручки и дезинфицируют руки. Очень хорошо организована сама работа комиссии. Выборы идут хорошо, люди приходят, голосуют, нарушений видимых нет. Как отметила председатель УИКа, некоторые горожане все-таки зовут членов избирательной комиссии к себе домой, так как многим не получается посетить участок лично. Заявлений вне помещений было 162. Есть разные причины, и пожилой возраст, и люди инвалиды, и находящиеся в отпуске с маленьким ребенком тоже
И, конечно же, мы выезжаем. Мне очень понравилось то, что деятельность вообще вся моя здесь, она очень разнообразная. Мы листовки расклеивали и проверяли температуру, выдавали перчатки. Мне показали, как заполнять эти книги, что тоже очень интересно. И поэтому эта неделя пролетела просто незаметно, молниеносно. Члены участковой избирательной комиссии отмечают, что избиратели с их участка сегодня с раннего утра приходят отдавать свои голоса в хорошем и в позитивном настрое. Сами же горожане говорят, что это историческое событие для жизни каждого россиянина, и отдать свой голос должен каждый житель Якутии. Настроением с боевым пришел, потому что голосовать надо, когда есть возможность. А как относитесь к тому, что растянули период голосования с 25 по 1 июля? Удобно, неудобно, или же все-таки нужно один день и прийти всем голосовать? Большой разницы не было. Каждый гражданин должен выразить свое мнение. Это считаю, что гражданский долг. Считаю, что надо голосовать надо. А как вы относитесь к тому, что растянули именно период голосования с 25 по 1 июля? Я вообще даже не поняла, что тут как-то не проследила. А вообще, наверное, правильно, то, что в связи с коронавирусом, то, что дали возможность людям время, чтобы не всем вместе там скопление народа было. Я так отношусь к этому. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Сейчас перемещаемся в Алдану. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Руслан Павлов. Руслан, добрый вечер. Центральные избирательные участки скоро закроются. Много ли алданцев сегодня проголосовали? Да, Настя, здравствуй. По данным территориальной избирательной комиссии, где сейчас мы и находимся, на 6 часов по Алданскому району проголосовало 43,73% от общего числа электората. Это хороший показатель, потому что психологический барьер – это за 40%. Но есть еще 2 часа, конечно же, цифры изменятся. Рядом со мной заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Алданского района Лариса Шитько. Лариса Петровна, кто голосует вообще? Какие возрастные категории? Голосуют разная категория граждан. Это и пожилые граждане наши, и молодежь, и студенты, и средний класс. Это мы видим по спискам избирателей. Соблюдаются ли все меры безопасности? Были ли нарекания и вообще какие-то нарушения? Меры безопасности, конечно, соблюдаются на каждом избирательном участке. Нарушений не было? Нарушений в данный час, на сегодняшний день, нарушений не выявлено на избирательных участках. Да, чуть меньше 2 часов осталось до закрытия избирательных участков и начала подсчета голосов. Мы все ждем, конечно же, результаты голосования. И от того, какими они будут, мы будем знать, в какой стране мы проснемся завтра утром. Настя. Руслан, спасибо. На прямой связи со студией был наш корреспондент из Алдана Руслан Павлов. В Хангаласском районе по последним данным свое мнение по поправкам Конституции выразили 50% избирателей. Какие населенные пункты показывают высокую явку, узнавала Виолетта Засимова. В Хангаласском Улусе в первые 6 дней голосования с 25 по 30 июня включительно успели отдать свой голос 9213 избирателей, что составляет 40% от общего числа избирателей Улуса. Сегодня, в основной и завершающий день голосования, открыли свои двери 30 постоянных избирательных участков в 18 муниципальных образованиях района. Почему вы решили проголосовать именно в основной день голосования, а не раньше? Просто по режиму своей работы не могу. Сегодня именно выдался? А сегодня, выходной объявили, поэтому проголосовала в выходной. По данным на 15 часов в южной части Улуса высокую явку избирателей, более 70%, показывают села Исид, Идяй, Тумул, Чкалов. В долине Эркени по количеству проголосовавших лидирует Техтюрский наслег. Вы всегда принимаете участие на выборах, в голосовании? Да, всегда. Так как я считаю это гражданским долгом. Неплохую явку избирателей демонстрируют заречные наслега. К 15 часам дня в селе Титабя проголосовало 63% избирателей, в селе Кердем – 67%, в селе Качикаце – 53% избирателей. Сегодня объявлен 1 июля выходным, поэтому я сегодня пришла.
Условия вполне нормальные. Выдают маски, дезинфицируют все по зонам отделено. Ручку выдают, перчатки, все нормально. Низкие показатели явки. Менее 50% зарегистрированы в крупных населенных пунктах Улуса. В поселках Верхний Бестях, Махсагалох, а также в 3 микрорайонах города Покровска. В самом центре Покровска процент проголосовавших составил 53,5%. Виолетта Засимова, Хангаласский Улус. Активно голосуют в Амгинском районе. Высокую явку показали жители Чепчелганского наслега, где проголосовали 65% избирателей. Многие пожилые люди исполнили свой гражданский долг на дому. Всего по району работает 17 избирательных участков. Вызывающих надо много. На сегодняшний день у нас 94 заявления на дом. Уже съездили. И еще 2 члена выехали на голосование вне помещения. 13 заявлений сегодня. Молодых избирателей у нас очень много. 20 молодых избирателей. В основном все подошли. Осталось еще буквально 3-4 молодых избирателя. Всем вручаем памятные подарки, паспортницы. И мы сами с нашей администрацией изготовили ручки с надписями молодому избирателю. Избирательные участки с 8 утра открылись и в Алекминском районе. Их более 40. Подробности у Елены Фаст. На всех участках соблюдены все условия для безопасного участия в голосовании. Выдача комплекта, маска, перчатки, ручка, термометрия, обработка, соблюдение дистанции. 1 июля на 15 часов следующая информация. Территория Алекминского района на 8 часов утра были открыты 41 избирательных участка. На 15 часов в районе проголосовало 10 055 участников голосования. Надо отметить, что в этом году голосование проходило в течение нескольких дней. Работа идет очень масштабно, тоже так же, как и все дни с 25 числа, 25 июня. В общем, очень много работы вне помещения, охватили больницы и тех, кто не смог прибыть в помещение для голосования. Также были посещены все труднодоступные участки. С 25 по 30 июня проголосовало в досрочном помещении и вне помещения 7121 участника голосования. В досрочном голосовании отдельных групп избирателей в Алекминском районе, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях, охвачены с использованием наземным и авиатранспортом по 11 маршрутам. Проголосовало 514 участников голосования. На территории Алекминского района было образовано 4 временных избирательных участков, 3 из которых расположены в отдаленных местностях, где проголосовало 951 участник голосования. 1 июля на участках, где проходило голосование, Алекминская центральная районная больница развернула акцию «Ярмарка здоровья». В рамках этой акции проводится анкетирование на раннее выявление и настороженность к онкологическим заболеваниям. Проводится антропометрия, то есть измерение веса, роста, индекса массы тела. Измеряется артериальное давление, проводится ЭКГ, проводится измерение глюкозы крови и даются рекомендации. Елена Фаст, Алекминск. В голосовании по поправкам в Конституцию принимают участие и те, кто заболел новой коронавирусной инфекцией. О том, какие опасные моменты таит в себе работа членов избирательной комиссии, в сюжете с Аргаланой Неустроевой. Работа территориальной избирательной комиссии началась еще задолго до старта досрочного голосования. Ведь порой дорога до определенного населенного пункта занимает почти неделю, практически в экстремальных условиях. Самый сложный маршрут у нас проводила участковая избирательная комиссия 458. Они выезжали с 23 по 27 июня, были в пути 5 дней. Ездили они на тракторе. Охватили и проголосовало на этих участках 53 человека. За 7 дней работы членам ТИК из разных районов республики пришлось преодолеть не только июньскую жару. К примеру, в Сунтарском районе для того, чтобы проголосовало 6 человек, специалистам пришлось не только плыть на моторной лодке, но и идти пешком в сопровождении моториста с ружьем. Неподалеку обнаружили следы медведя. Досрочное голосование
труднодоступных местах Устьянского района. Это всегда отдельная тема в условиях крайнего севера, на бескрайних просторах тундры, где в некоторых местах аномальная жара, а в других даже лед не растаял. Но тем не менее члены УИК, добравшись до пункта, успешно провели для работников в количестве 115 голосований. Члены участковых избирательных комиссий достойно справляются с поставленными перед ними важной государственной задачей. При выполнении своих полномочий, испытывая вот эти трудности, мы, значит, все вот избирательные комиссии, конечно, справляемся с этой задачей. Тем временем в Кобяйском Улусе члены комиссии избирательного участка облетели 3 оленеводческих стада общины Сибян. Благодаря им смогли проголосовать работники участков недропользователей Чачумбал-1 и 2, а также Чора. Я проголосовал «за». Потому что я считаю, что изменения, которые предлагает нам наше правительство, к худшему быть не могут, только к лучшему. Поэтому «за». Самое сложное не только в физическом, но и в моральном плане провести голосование в обсерваторах и очагах заражения коронавирусной инфекцией. Так, благодаря работе членов избирательной комиссии в обсерваторе Сосновый Бор смогли проголосовать 32 человека. Сам процесс голосования занял порядка 7 часов. 2 комиссии посетили обсерваторы Сосновый Бор, общежитие Арктического института на Шавкунова, общежитие нескольких техникумов, которые находятся на Халтурина, Абырал, санаторий, Чебдик, и обеспечили голосование лиц, которые там находились. Это где-то порядка 300 человек. Находящиеся там больные, они проголосовали. И после этого, выполняя все требования Роспотребнадзора, наши члены комиссии обработали избирательные бюллетени, ящики, себя продезинфицировали. И уже вчера эти все бюллетени поступили в участковые комиссии. Сегодня они будут подсчитаны. Почти считанные часы остались до конца всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Ни бездорожье, ни угроза жизни и здоровью не стало препятствием для членов избирательных комиссий для того, чтобы люди исполнили свой гражданский долг. Саргалана Неустроева, Якутск. И в завершении выпуска завершился сезон по зарыблению водоемов Якутии сеговыми видами рыб. Чернышевский рыбоводный завод Минэкологии Якутии за этот год в водные объекты рыбохозяйственного значения выпустил более 31 миллиона штук личинок сеговых видов рыб. Компания «Алроса» в рамках комплексной природоохранной программы выпустила почти 4 миллиона штук личинок сеговых видов рыб в реке Лена и Вилюй, а также Вилюйское водохранилище. В августе этого года продолжится искусственное воспроизводство сибирского осетра в Вилюйской группе районов. Сегодня проходит финальное зарыбление сиговыми породами рыб в этом году. Сегодня мы зарыбляем Светлинское водохранилище в объеме 5 миллионов штук. Из них по соглашению с министерством сегодня будет выпущено 4 миллиона штук личинок пеледи. Всего зарыбление по соглашению проходило в 2 этапа. Первый этап был в городе Ленск, выпуск производился в реку Лена, было выпущено 3 миллиона личинки ряпушки, и сегодня зарыбляется 4 миллиона личинки пеледи. В общей сложности зарыблено 7 миллионов пеледи по соглашению с министерством. Зарыбление проходит на Светлинском водохранилище у нас уже 3-й год. Таким образом мы расширяем географию зарыбления. У нас зарыбляется оба водохранилища: Вилюйская, Светлинская, река Вилюй, река Лена. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь.